знаем о Марокко? Первое, с чем ассоциируется у нас эта страна, так это наши любимые мандарины. Но не только фрукты прославили эту загадочную африканскую страну на весь мир. Например, самый древний из ныне действующих университетов, Каруаинский университет, находится именно в королевстве Марокко. В этом процветающем королевстве мечтал бы побывать каждый. И такими счастливчиками вскоре могут стать студенты Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. 11 апреля БГПУ посетил посол короля Марокко в России Абделькадер Лишехеб. Представитель королевства встретился с ректором университета Раилем Асадуллиным. В ходе встречи ректор рассказал почетному гостю о работе научно-исследовательского центра мусульманского образования. Наш вуз – один из 6 светских учебных заведений в стране, которые готовят специалистов в области религии, что весьма актуально в то время, когда в стране возродилась потребность в духовной пище. Кроме того, что студенты будут специалистами в области религиозного права, в первую очередь они учителя. Их обязанность учить вне зависимости от вероисповедания человека, заявил Раиль Асадуллин. Наш вуз активно сотрудничает с Российским исламским университетом и с другими университетами страны, в которых преподают культуру ислама. Установлены тесные контакты с университетами Турции, Ирана и других стран. Ректор пожелал установить связи и с марокканскими высшими учебными заведениями. По его мнению, обмен студентами и сотрудниками будет способствовать эффективности образовательной сферы для университетов обеих стран. В свою очередь, посол Абделькадер Лишехеб с восторгом принял предложение о сотрудничестве и даже обещал лично читать лекции нашим студентам на интересующие их темы. Тем более, что многие студенты БГПУ понимают и изъясняются на арабском и французском языках, которые в Марокко считаются официальными. В этом гости сами смогли убедиться на встрече с нашими студентами. Студенты факультета башкирской филологии и Института исторического и правового образования, получающие специальности, предполагающие углубленное изучение арабского языка, культуры и истории ислама, задавали вопросы высокопоставленному гостю на арабском языке. Их интересовала возможность пройти стажировку в Марокко, а студентка Ефомка на французском языке выразила желание поработать в Марокко. 3-й год изучаем арабский язык, и мы все это понимали, и нам было это безумно приятно. Даже переводчик, даже, если честно, почти нам был не нужен. И надеюсь, в скором нашем ближайшем будущем сотрудничество у нас сладится, и мы, студенты, так как изучаем арабский язык, очень хотим поехать в арабские страны и, конечно же, там изучать арабский язык. Не только арабский язык, а культуру арабов, познакомиться с другим, так скажем, миром. Даже для изучения нашего родного башкирского языка нужно знать арабский язык, потому что очень много заимствований из этого языка, и это дало бы очень хорошие результаты. Я, как студентка, изучающая французский язык, мы используем любую возможность, чтобы пообщаться с носителями французского языка, чтобы посетить различные встречи. А так как Марокко является также франкоговорящей страной, и стоит отметить, что посол замечательно говорит на французском языке, очень замечательно. Я бы очень хотела именно побывать там, так как это общение на французском языке с носителями языка, а также то, что Марокко все-таки является, и там есть очень красивая и очень загадочная страна для меня, и очень хотела там побывать. Данный визит – лишь начало двухстороннего сотрудничества королевства Марокко и Башкортостана. И, конечно, новые перспективы для нашего университета и его студентов.